День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, коротко подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. На территории Якутии сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами. Продолжаются работы по тушению пожара в Мирнинском районе. Привлечены дополнительные силы и техника. Буквально недавно мы разговаривали с главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, с генеральным директором компании «Алрос» Сергеем Сергеевичем Ивановым. Приняли решение, что со всех сторон будет оказана очень серьезная помощь всем жителям, которые пострадали в результате этого пожара. Благоустройство Ленска идет полным ходом. Сегодня он становится одним из красивейших городов Якутии. Вот здесь проезжая часть будет асфальтироваться, будут тротуары, велосипедная дорожка, малые формы, игровые площадки, озеленение, освещение. Незрячий пенсионер месяц прожил в старой сломанной машине. Наши корреспонденты узнали, почему так получилось. Плита вот так вот встала, одной стороной уперлась в стенку, другой в пол. Плашмя не упала, если бы плашмя упала, меня бы там как муху раздавило бы этой плитой. Обо всем этом и не только смотрите в ближайшие полчаса. На территории Якутии сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами. На особом контроле МЧС России находится 7 природных пожаров, действующих в 10-километровой зоне от населенных пунктов. У села Рылах Мирнинского района на защиту населенного пункта и тушение пожара привлечены 295 человек и 54 единицы техники. На сегодняшний день обстановка стабилизировалась, проводятся работы по дальнейшей локализации. В Сунтарском районе у населенных пунктов Крестях и Нахара пожар тушит самолет-амфибия Б-200 МЧС России. Там сейчас работают свыше 100 человек и 23 единицы техники. У сел Батулу Верхневилюйского района и Чегда-Алданского района проводится постоянное маневрирование сил и средств и наращивание группировки. Авиация продолжает проводить сброс воды на очаг возгорания в населенном пункте Рылах Мирнинского района. Так, в борьбе с огнем используются самолет-амфибия Б-200, а также вертолеты Ми-8 и Ми-26. На земле на работу по недопущению переброса огня через реку на территорию села ведут сотрудники МЧС и добровольцы. Их силами ведется круглосуточное дежурство. Местность у нас непростая, у нас очень много, болотистая местность, сами понимаете, да, вспыхивает даже из того, что тлеет. У нас с утра, с 11 утра, с 11 утра у нас и Б-200 работает 2 вертолета, они пересменно каждые 40-30 минут по местам очага наливают, выбрасывает, сброс воды идет. Там жителей Орлаха очень много добровольцев. 75 это те, которых я знаю, но я не считаю тех, кто стоит на дозоре около своих домов многоквартирных. Накануне глава Мирнинского района и заместитель генерального директора «Алроса» встретились с пострадавшими. Семьям предложили построить новые жилые дома или купить жилье в Рылахе или в Мирном. В ближайшее время после оценки ущерба семьям окажут материальную помощь. Помогут и жителям, у которых пострадали хозяйства и постройки. Мы точно восстановим жилье нашим погорельцам, либо компенсируем иными способами. Компания намерена серьезно помочь всем. Мы с каждым постоянно на связи пострадавшим. Тем временем самолет из Красноярска с 78 работниками лесопожарных формирований прибудет на тушение лесного возгорания в селе Рылах. По оперативной информации, сейчас на тушении работают 146 человек и 33 единицы техники. Продолжают работу вертолеты с водосливным устройством. Глава Мирнинского района Александр Басыров после встречи с пострадавшей семьей, которая находится в профилактории «Горняк», уехал для работы в село Рылах. Но о том, как спасатели и добровольцы несколько часов тушили село в Мирнинском районе, смотрите в материале наших коллег. Якутия насчитывает чуть менее 10 сел о Рылах. Однако сегодня в центре всеобщего внимания тот, что у нас, в Мирнинском районе.
Еще утром ничего не предвещало беды. В 4 километрах от села обнаружили пожар. Но ветер был настолько сильным, что огонь перешел в верховой и добрался до населенного пункта. Еще до того, как пожар перекинулся на соседний берег Малой Батуобии, оперативно сработало руководство района и Алроса. Из детского лагеря «Орленок» эвакуировали 230 детей и весь персонал. Подъехали автобусы в течение 30 минут. Мы начали рассаживать детей, максимально загонять детей в автобусы, так как нам нужно было максимально быстро выехать из лагеря. Из лагеря детей мы вывезли в 4-ю школу. А в селе тем временем огонь натворил бед. Крова лишились 3 семьи. Также сгорело 2 хозпостройки. Несмотря на масштабы пожара, горел гектар земли, ни один человек не пострадал. К борьбе с огненной стихией привлекли машины, авиатехнику Б-200, самолет Ми-8 авиакомпании «Алроса», Ми-26 с авиамобильной группировкой. На земле огонь тушили 125 спасателей, 30 добровольцев, местные и приезжие. Мы приехали на помощь. Прямиком с Алмазного. Объявление увидели, поехали помогать людям, чтобы не сгорело ничего здесь. Пепель не летел, вон ты закрывали, вот видишь? Там же опилка, пепель-то туда попадает и может загореться. А вход на чердак закрыли? Да, чердак закрыли. Оттуда же ветер был. Эвакуируют ли жителей, переживали наблюдавшие за ЧП пользователи интернета? Конечно же, да. Под временный пункт размещения людей определили спорткомплекс «Кимберлит» в Мирном. Туда людей привезли на автобусах и вахтовках. Организацию питания возьмут на себя власти. Буквально недавно мы разговаривали с главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, с генеральным директором компании «Алрос» Сергеем Сергеевичем Ивановым. Приняли решение, что со всех сторон будет оказана очень серьезная помощь всем жителям, которые пострадали в результате этого пожара. Ближе к 8 вечера пожар удалось локализовать. Работаем сейчас в 3 направлениях. Это ближе к реке и со стороны населенного пункта через дорогу. Там была у нас угроза охвата огнем других строений. Мы успели, подтянули туда силы и средства. Пришла водовозная техника. Организовали бесперебойную подачу воды. Организовали дополнительно еще людей, привлеченное население. Жаркая сухая погода и сильные порывы ветра способствовали стремительному распространению огня, что осложняло тушение пожара, говорят в МЧС. Но в ведомстве считают, действия спасателей позволили избежать более значительного ущерба. Тем временем мирнинские предприниматели объединились и теперь собирают необходимые вещи для людей. Вы можете присоединиться. Кристина Каширина, Алексей Гаврилов, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Между тем, самолет Б-200 направили в Сунтарский район Якутии. Как сообщила руководитель пресс-службы МЧС Ксения Рахматуллина, такое решение принято в связи с ухудшением ситуации в селе Нахара. В Мирнинском районе продолжают работу вертолеты Ми-8 и Ми-26. Воздушные суда сбросили на местах пожаров 270 тонн воды. На данный момент из-за плохой видимости работа авиации приостановлена. А в Якутск направляется Ил-76 с профессиональными лесными пожарными разных подразделений на борту. Учитывая сложившуюся обстановку, Минэкологии Республики сообщила, что в связи с установлением 4-й высокой и 5-й чрезвычайной степеней пожарной опасности было принято решение с 27 июля сроком на 21 день ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. Также приостановлено проведение определенных видов работ в лесах. Исключение составили сквозной проезд по дорогам общего пользования, а также лесные проезды. Данные ограничения не распространяются на осуществление работ по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе по тушению лесных пожаров, а также сотрудников правоохранительных органов и органов государственного контроля и иных должностных лиц, задействованных в контрольно-надзорных мероприятиях. Якутия получит дополнительные 600 миллионов рублей на модернизацию инфраструктуры. Об этом стало известно в Москве на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Глава Якутии Айсен Николаев представил несколько значимых для нашей республики объектов. Так было одобрено выделение из федерального бюджета 395 миллионов рублей на строительство единого многофункционального центра в селе Бяськёль вместо социальных объектов, пострадавших в прошлом году в результате природных пожаров. Еще 200 миллионов рублей дополнительных средств были выделены для завершения строительства креативного кластера «Квартал труда» в Якутске.
Сегодня эта работа приобретает еще большее значение, чем обычно, потому что на Дальний Восток развернулись все экспортные потоки, и развитие Дальнего Востока во многом стало определять развитие всей Российской Федерации. В Республике Саха-Якутия предлагается строительство многофункционального центра досуга в селе Бескаэль. Это прямое поручение президента Российской Федерации. Мы там были с Александром Сергеевичем, там действительно людям надо помочь. Также завершение строительства креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. Добровольческий отряд «Баатур» из Якутии отправился на этой неделе на Украину для участия в специальной военной операции. Глава региона Айсен Николаев встретился с якутянами и пожелал всем удачи. Глава также вручил юбилейные знаки «100 лет Якутской ССР» отличившимся бойцам первого отряда добровольцев, вернувшихся с Украины. Формированием специального отряда «Баатур» на специальную военную операцию из республики поехали 105 якутян. Все добровольцы прошли службу в рядах вооруженных сил, имеют разные военные специальности. Настрой у всех боевой, очень сильный патриотический подъем. В составе бойцов отправились и медицинские работники, которые непосредственно будут помогать раненым на поле боя. Мы сразу же согласились, потому что мы едем туда, чтобы возвращать личный состав в строй для оказания медицинской помощи экстренного характера гражданским и всем, кому потребуется. На нас очень большая ответственность, потому что мы будем вести не только войну, мы будем еще тащить на себе раненых и оказывать им специализированную экстренную медицинскую помощь. На встрече с добровольцами глава Якутии Айсен Николаев также вручил юбилейные знаки отличившимся бойцам первого отряда «Барс-4», вернувшихся с Украины. Ценность якутских кадров тем, что все ребята охотники, все связаны с оружием, вооружением, и все на лету схватывают. У нас даже ребята, которые ни разу не стреляли из ПТУРов вообще. Первый, второй выстрел уже по танку Короповский подбили и все прочее. Все это выполняли на отлично. Провожающие родные еле сдерживают слезы, волнуются и молятся за своих мужей, братьев и отцов. Он долго ничего не говорил. Сначала пошел, все документы оформил. Знал, что мы будем сильно волноваться и переживать. Поэтому он в последний момент нам сказал о том, что он едет, и нам остается только смириться с этим, ждать, пожелать ему удачи. Выражаю им слова искренней благодарности от имени всех якутян за то, что они идут воевать, в том числе за наши интересы, за интересы многонационального народа России. Большая благодарность медикам нашим гражданским, которые первые тоже в этом отряде есть уже. Мы всем им желаем вернуться домой с победой, вернуться живыми и здоровыми туда, где их любят и ждут. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. А мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Благоустройство Ленска идет полным ходом. Сегодня он становится одним из красивейших городов Якутии. Здесь строятся новые дома, возводятся микрорайоны, благоустраиваются придомовые территории. Строятся скверы, возводятся детские и спортивные площадки. И так можно перечислять еще долго. Но о последних новшествах мы расскажем в нашем сюжете. Новый микрорайон «Рабочий» – это современный жилой комплекс, уже с развитой инфраструктурой и обустроенной комфортной городской средой. Сегодня у людей запрос на комфортную городскую среду, на комфортные условия проживания. То есть люди хотят ходить по нормальным тротуарам, ездить по нормальным дорогам, иметь во дворе хорошие стоянки, детские площадки, спортивные площадки. Поэтому, учитывая вот этот запрос, мы сегодня его реализуем в рамках нашего небольшого города Ленска, чтобы он стал еще красивее, комфортнее, и чтобы в нем было удобно жить.
В микрорайоне строится новая дорога, работа уже в стадии завершения. Объект возводится по всем установленным правилам. Здесь предусмотрено водоотведение, будут обустроены подъезды к домам и оборудованы стоянки для автомобилей. Тротуары для безопасности детей решено сделать с высоким железным забором. Благоустраиваются и дворовые территории микрорайона. Классно, ощущения очень приятные, очень приятные. Во-первых, во двор очень приятно заходить. Если еще вот дорога вот здесь вот будет вообще шикарно. Зеленые насаждения будут. Ну, очень красиво, очень хорошо. Я говорю, наверное, единственное место такое будет. Предприятие ЗАО «Три семерки» начало в микрорайоне обустройство зоны отдыха. Здесь появились лавочки, цветники и заработал новый фонтан. В жаркую погоду, вот они сейчас еще, видимо, спят. Сейчас они днем выйдут, они прямо на эти струи верхом садятся, купаются, брызгаются. Мамы тут сидят у них. Детям вообще радость, конечно, великая. На реку не надо ходить. В микрорайоне установлены детская и игровая спортивная площадки, идет строительство сквера. Освободившаяся от ветхого жилья территория прибрана, отсыпана. Сегодня идут работы по его возведению. Вот здесь проезжая часть будет асфальтироваться, будут тротуары, велосипедная дорожка, малые формы, игровые площадки, озеленение, освещение. Глава города держит весь процесс благоустройства под своим контролем. Еженедельно выезжает в микрорайон с осмотром стройки. Благодаря его непосредственному участию удается решить проблемные вопросы вовремя. Благоустраиваются и другие городские дворы. Придомовая территория по улице Первомайская тоже обретет новый вид. А главное, жители избавятся от наболевшей проблемы постоянных луж. Помимо этого проводится ремонт по улице Набережная. Он будет закончен к концу сентября этого года. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Незрячий пенсионер месяц прожил в старой сломанной машине. Раньше он работал дальнобойщиком, сейчас находится в офтальмологической больнице, проходит обследование и готовится к операции. Как складывается судьба Владимира Новака, расскажем в следующем сюжете. 63-летний Владимир Новак попал в тяжелую жизненную ситуацию. Летом прошлого года, будучи еще зрячим и с крышей над головой, подрабатывал на стройке, помимо основной работы. Их бригада разбирала дом, крыша обрушилась прямо на него. Плита вот так вот стала, одной стороной уперлась в стенку, другой в пол. Плашмя не упала. Если бы плашмя упала, меня бы там как муху раздавило бы этой плитой. Он пролежал там сутки без сознания, и спустя год начались проблемы со зрением. Сейчас пенсионер видит только силуэты. В этом деревянном бараке Владимир снимал квартиру, а затем хозяйка решила продать ее. Тогда его позвал к себе сосед, который предоставил ему комнату. Месяц назад у пенсионера случился гиповоламический шок. Его увезли в реанимацию. После этого в дом попасть он не смог. На сегодняшний день у Владимира Новака есть только старый автомобиль «Волга», стекла которой поразбивали местные хулиганы, когда он лежал в больнице. В ней лежат его последние пожитки – посуда, одеяло и радио на солнечных батарейках. Благодаря публикации в средствах массовой информации о его проблеме с жильем и здоровьем узнали многие. Он получает пенсию, он работал. У него действительно такая добросовестная трудовая биография. Он действительно работал и жил по-человечески. Мы сегодня обратились в адрес Министерства труда и социального развития республики, потому как видим, что гражданин находится в тяжелой жизненной ситуации. Когда наша съемочная группа подъехала на место, на окне машины было оставлено письмо. Его написали новые хозяева той самой квартиры, которую он снимал. В Инстаграм зашла, увидела о том, что дедушка нуждается в жилье. Мне его стало очень жалко. Мы своими силами, своей семьей, чем сможем, тем и поможем. Можем принести его, покормить. То, что он получает пенсию, пускай он проживает на нее. Вкладывает свои эти деньги только на себя, и нам ничего платить, собственно, не нужно. Мир не без добрых людей. Владимир после операции на глаза планирует устроиться на работу сторожем или дворником. Благодаря отзывчивости людей судьба человека изменилась и обрела смысл. Светлана Амосова, Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Артем Алексеев, Якутск. В Хангаласском Улусе состоится 6-й по счету фестиваль экстремального спорта и туризма «Еланка-2022». Любители активного отдыха ждут проживания в палаточном городке с видом на реку, песни у костра, конкурс на лучшее оформление лагеря, а также лекции и мастер-классы. По традиции гвоздем программы станут командные соревнования. Так участники фестиваля выявят самых быстрых и ловких в состязаниях по скалолазанию, заплывах на катамаранах, стрельбе из лука и трейл-раннингу. Заявки на участие принимаются в социальных сетях Федерации альпинизма и скалолазания Республики. Фестиваль пройдет с 5 по 7 августа в окрестностях села Еланка. На фестивале у нас будет 4 этапа скалолазания. Главный наш этап
Также у нас будет водный этап, полоса препятствий и трейл-раннинг. Фестиваль проводит по расписанию с пятницы по воскресенье. Мы участников забираем с города Якутска, отвозим транспортом до села Яланка, Хангаласский район. Вот. Оттуда, получается, мы идем до базового лагеря, 3 километра от самого населенного пункта. Мы каждый раз проводим перед фестивалем проверку нашего оборудования, наших станций, точек опоры. Инструктажи проводим. В Нерюнгри проходит первый этап межведомственной акции «Вода. Безопасная территория». Главная задача – снижение происшествий на водных объектах и повышение уровня культуры безопасного поведения на воде. Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу не только с детьми, но и со взрослыми. Все подробности в материале Ирины Ждановой. Именно в летний период времени увеличивается количество несчастных случаев, где пострадавшими являются дети. Поэтому профилактическая работа проводится в летних лагерях, организуется патрулирование по водным акваториям и осуществляются рейды по выявлению несовершеннолетних, которые находятся на водоемах без сопровождения взрослых. В этом году Южную Якутию лето балует теплой погодой. Любимое место отдыха нерюнгринцев – берег реки Чульман и водохранилище. Но в этом году на водных объектах района произошло 4 происшествия, в которых пострадало 4 человека. Для обеспечения безопасности в этих местах работают межведомственные профилактические группы. Совместно у нас с сотрудниками МЧС проводится межведомственное патрулирование водных объектов для установления несовершеннолетних, находящихся на открытых водоемах, без сопровождения своих законных представителей, для последующего привлечения их родителей к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса административных правонарушений. Основная причина несчастных случаев – купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, ледяная вода и быстрое течение. Для выработки дополнительных мер безопасности усилена профилактическая работа. Установлены знаки, работает патруль. Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан на водных объектах. Инспекция ГИМС МЧС Республики Саха-Якутия призывает граждан соблюдать правила обеспечения безопасности на водных объектах. Призываем не отпускать детей без сопровождения взрослых. Помните, что купание в состоянии алкогольного опьянения является основной причиной гибели людей на водных объектах. Нетрезвым гражданам грозит административный штраф от 500 до 5000 рублей. Несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых запрещается. Также осуществляется надзор за маломерными судами и проводятся беседы с отдыхающими. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Активисты велосипедного движения встретились с мэром столицы республики Евгением Григорьевым и договорились о совместном проведении 4 сентября Дня велоспорта в рамках празднования Дня города и столетия якутской автономии. В связи с ростом количества велосипедистов растет и количество травм, ДТП и новичков, которые не знают правил дорожного движения и игнорируют рекомендации по ношению индивидуальных средств защиты. Поэтому, как отметил Евгений Григорьев, власти Якутска заинтересованы в повышении уровня грамотности велосипедистов. Также мэр предложил провести гонку «Критериум» на проспекте Ленина в рамках празднования Дня города 10 сентября. Велосипедисты планируют провести в день велоспорта шоссейную гонку с 126 по 26 километр Вилюйского тракта, где примут участие сильнейшие активисты движения со всей республики, а также более массовую гонку на горных велосипедах в районе птицефабрики и Чачур-Мурана. Ну а во Владивостоке в первый соревновательный день игр «Дети Азии» сборная Якутии открыла медальный зачет. Первую бронзу принесли пловцы. Подробности в материале Александра Хавренко. Как рыба в воде. Теперь эту фразу можно вполне относить к Владиславу Адасько. Сегодня, в первый день соревнований 7-х международных спортивных игр «Дети Азии», Владислав Адасько принес в копилку сборной первую медаль – бронзу в плавании. Несмотря на то, что игры детские, страсти на дорожках бассейна «Олимпиец» разгорались вполне себе взрослые. Временами от заветной медали спортсменов отделяли сотые доли секунды. Пловцы сборной Якутии выступали почти во всех дисциплинах, но по результатам соревнований занимали не выше 4-5 строчки. И, наконец, на дорожку вышел Владислав Адасько. И в коронной для себя дисциплине на спине прошел дистанцию и показал 3-е время на финише. Есть первая медаль в копилке.
Я очень горд выступать за Якутск. И для меня честь, огромная честь стать первым медалистом в своей республике. Для своей команды я принес целую медаль. Я знал, что медаль будет моя, но на табло посмотрев, там были только 3 результата. Но какая именно, я не знал. Было обидно, конечно, узнать, что я третий, но будем работать. Как рассказал Владислав, первой после финиша ему позвонила и поздравила с медалью сестра, прославленная якутская спортсменка, легкоатлетка Диана Адасько. Похоже, в семье теперь 2 прославленных атлета. Но на этом соревнования не заканчиваются. И пусть сегодня у нашей сборной только 1 медаль, она, уверен руководитель команды, вдохновит наших ребят на новые победы. На данный момент, конечно, у нас еще Лапшин Алексей, надежда на медаль. Ну и девочки, конечно же, тоже мы считаем, что вот сегодня, вот буквально говорю, вот Норкина Дарья немножко, буквально немножко не получилось у нее. Надеемся, что будет еще медаль у нас, и не одна. Нам же остается пожелать нашей сборной удачи и болеть за ребят из Якутии. Александр Хавренко, Лидия Гасамбалаева, Владивосток. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.